А вот именно вы все деньги опять инвестируете в бизнес там или вы обеспечили всю свою семью и где вы храните деньги там? Я не обеспечил свою семью на века. Моя семья не нуждающаяся совершенно, но у нас нет никаких запасов и так далее. Это просто неинтересно. Во-первых, любые запасы всегда будут кончаться очень скоро и очень быстро. А во-вторых, дети должны быть стимулированы жить, зарабатывать, развиваться. Деньги – это не мера интересной жизни, интереса жизни и результата жизни. Мера, я вот своих детей всегда учусь. Деньги – это мера труда. У меня ребенок проработал простым слесарем месяц. Он заработал столько, сколько заработает простой слесарь. У вас есть яхта или вилла? Нет, яхты нету. Виллы? Да нет, у нас вилл нету. У нас есть дома, в которых мы живем. А там заморских вилл, яхт, ничего такого нету. Поэтому вот это больше лучше, чем яхта. Какая у вас любимая страна? Казахстан, Которую Атырау. А у вас? А Грузия? Наверное, все-таки Грузия? Я для Грузии очень много чего сделал. Мы в Грузии много что удалось. А вообще корни оттуда? Корни, у меня мама русская, отец грузин. Корни у нас из Джуматы, это Бурия. То есть, безусловно, любой грузин априори любит Грузию, там, историческую родину и так далее. Но я больше себя ощущаю человеком мира. Я люблю там нашу землю в целом. Я думаю о том, как в принципе должно было бы жить человечество, чтобы жить лучше. Да и вообще замыкаться в странах, в отдельных нациях, национальностях, это, мне кажется, мелко. Мы все живем на одном планете, и нас ждет общая судьба, что бы мы ни делали. Мы просто пока что не доросли до того понимания, правильного понимания, что рано или поздно нам придется покинуть эту планету. Мы должны быть развиты и как можно скорее всем человечеством настолько, чтобы мы смогли это делать. Поэтому мне очень глубоко импонирует то, что делает Маск. Это даже не столько технические решения, сколько философия. Давным-давно пора, это просто настолько несовременные какие-то конфликты, войны. Ради чего? Ну нет таких причин, ради чего можно было там убивать человека там, из другой нации или другой веры. Но это все просто абсурд. Это все говорит о том, что мы недоразвитая цивилизация, раз не дошли до того, что это глупость. Мы все живем на одной планете, надо думать действительно, как на ней жить лучше. А у нас все время идея, как жить бы за счет других, за счет какого-нибудь патента, чтобы ничего не делать, а деньги шли. За счет какой-нибудь пенсии, чтобы ничего не делать, там, заниматься, не знаю, там, внуками нянчить и так далее, и ничего не делать. Мой отец здесь сейчас руководит строительством, ему 70, вот на сегодняшний день исполнилось только 77 лет. Человек, который востребован, он нужен людям. Его знания, его труд нужны людям. И эти люди ему нужны. Он живет в совершенно другой категории, он выглядит молодо, свежо. Это действительно счастье, когда ты в таком возрасте ни на какой не на пенсии. Ваша философия жизни – быть нужным людям. Конечно. Можно будет ли это? Я считаю, что если жизненное задание человека выполнено, ему больше нечего делать, я вот для себя не совсем понимаю, зачем дальше жить, вот для чего. Вы сейчас? Да вообще любого человека. По-моему, жизнь заканчивается, когда закончилось жизненное задание. Все, когда ты действительно все выполнил, дальше больше делать нечего. У меня мой дедушка родной умер, не дожив до 99 лет 10 дней. Мы уже все собрались на его день рождения, но вот так получилось, что он ушел чуть раньше. И он в 90 уже где-то 6 лет, у него был совершенно свежий ум и так далее. Он говорит, ты знаешь, говорит, внук, я был его тоже Шота зовут, меня в честь него назвали. Вот, он говорит, ты понимаешь, я похоронил уже в таком возрасте 2 из 3 своих детей, он 2 уже похоронил. У меня, говорит, все друзья уже ушли.
Просто по возрасту не осталось никого, даже те, которые были младшими друзьями, там, младшими братишками, даже они ушли. Он похоронил мою бабушку, свою первую жену, вторую жену, она тоже ушла, хотя была младше его на 20 около лет. И он говорит, я не знаю, я, говорит, специально не буду уходить, но, честно говоря, я уже устал, я не совсем знаю, говорит, зачем меня Господь здесь держит. Я говорю, баба, ну для того, чтобы ты мне вот эти вещи рассказывала, чтобы я это очень хорошо понимал и Жаль, что вникал мы в это. начинаем ценить, да? А вот эта мудрость, которую он мог сказать и передать только вот в таком возрасте, потому что раньше это не понять. Но и я это очень сильно хорошо воспринял. То есть действительно, пока интерес к жизни, пока мы делаем новые проекты, надо жить. Потом надо стараться учить, передавать. Вот я не понимаю, зачем знания или патенты хранить в себе, хранить только для себя. Слушайте, дайте это людям. Самое большое счастье, когда твои ученики превзошли тебя, когда твои последователи сделали лучше, чем ты. Вот это действительно здорово, вот это действительно там, тебе слава и хвала. К тому же эта слава и хвала, она же нужна для себя, а не для людей. Мы умрем, нам уже будет все равно, что будет после нас с нашим телом, но здорово же, если будут последовательно и что-то будет хорошее с вашим делом, и тогда получается то, что ты делал, все не зря. Да. Это самое ценное, знать, что все было не зря, да? Да? Что смысл С такой? этим и живешь. Вот это действительно мотивация. Это действительно того стоит.